Здравствуйте, дорогие мои братья и сестры, Богом возлюбленные. Я хотел продолжить ту недоконченную речь, которая так внезапно оборвалась. Ну или закончилась. Ну, хотел бы два слова сказать. Камера, на которой я записываю, она оказалась, имеет определенное время и не такое длительное. И я об этом не знал, и она внезапно закончилась. То есть я рассчитывал на одно время, а она, оказывается, закончилась раньше. Вот. И поэтому прошу простить. Далее я тоже прослушал эту запись, как вы, и там оказался фоновый шум. Вот. Так что его я не знаю, от него как избавиться мне, потому что здесь вокруг у нас идет очень капитальный, серьезный ремонт, и даже сейчас это слышно. Вот. И поэтому прошу не обращать на это внимания. Далее я вам говорил, что я не красноречив, и у меня нету такого образования филологического, вообще светского образования нет. Я есть ПТУшник, то есть я закончил, как сейчас бы сказали, колледж, что ли. Самое вот такое изучение наше. То есть я был тогда, можно сказать, рабочей крестьянской силой, что ли, да, при СССР. Я жил в СССР, вот, где были только коммунисты и безбожники, и больше никакой религии не было. А если было, все это было так глубоко спрятано, что если находили, истязали, сажали в тюрьмы, и, в общем, было очень-очень тяжело людям ходить открыто и веровать. И поэтому я никогда Бога не знал. Ну да ладно. Затем, когда я говорю, я вам говорил, что я татарин, и у меня нету такого чистого русского языка. Я не филолог, не могу прям точно сказать, такое вот бывает слова. Я прошу вас меня строго не критиковать и, пожалуйста, ну, лучше смысл слова для себя растолковывать, потому что это, ну, нам простительно. Вот, поэтому прошу не обращать на это внимания. А я буду тем временем быть предельно внимательным к тому, что я говорю. Обычно речь у нас такая вот общительно, чисто русская речь, общительная, и нам нечего друг перед другом как бы искать такие слова, которые я их сам не знаю и вам непонятно. Поэтому все будет вот так просто, вот, как отец с сыном, как брат с братом, как дядька с племянником, ну и так далее. Вот так просто и все. Ну, продолжим. Закончилась у нас та запись, когда я говорил, что никаких конспектов, ничего я на руках не имею. Нигде я не читаю. Все это, когда я говорю, я вам уже говорил, в тот момент, когда я буду это говорить, то есть, когда мне Бог даст это слово, оно будет двигаться Духом Святым, потому что Петр говорит, не может человек написать книгу, вот эти Евангелия, будучи недвижим Духом Святым. Если я не буду Духом Святым движим, то есть если я не буду им двигаться Духом Святым, то я не смогу и проповедовать, и нести слово, которое бы давало силу слушающему, вот, и ему бы, ну, как бы попадало в сердце, только в сердце. Сердце и все. А почему сердце, человек не знает. Вот Бог выбрал в нашем организме сердце, и все. Далее. Мы говорим о том, что люди, которые уже как бы готовые были или уже сделали такой шаг, чтобы прийти к христианству, я имею в виду только татар. Вот. У нас вставал вопрос, конечно же, что будет, когда я крещусь, а вокруг у меня все татары, они мусульмане, родные, близкие, и что скажут, и как будут пальцем потом показывать, и так далее, и так далее. Поэтому
здесь я вам говорил, что мы не должны на это обращать внимание. Ну, никак не должны обращать внимание, потому что мы идем не ради родственников, как они скажут там, или не идем, а только ради Бога. Бога ради мы идем. Мы Бога ради идем, и поэтому Бога ради мы принимаем христианство. И для спасения личной своей души, чтобы Господь Бог нам дал, что Духа Святого, Ангела Христова, вот, нас причащал, и это причащение нам давало благословение, и этим благословением благословлять тех людей, которые в этом нуждаются. И несли Слово Божие, в первую очередь кому? Тем же людям, вот, тем же братьям, и тем же родным, и друзьям, и близким, которые, или о которых мы думали, что они о нас скажут. Потому что когда ты принимаешь крещение, ну, первое время, конечно, ты радуешься благодатью до, можно сказать, 7 лет, как первый класс. Вот родился до первого класса, ты просто как ребенок ходишь и радуешься в благодати Господней, ребенок. Потом Господь Бог, как отец, ведет тебя в школу, в первый класс, и потом отпускает его, и говорит: сынок, смотри, не хулигань, там, веди себя как надо, правильно, смотри, там, много не разговаривай, не кричи, ни с кем не дерись. Вот так же и Бог начинает отпускать каждого из нас, своего верующего, и затем мы по этому миру идем, поэтому Он говорит: я вас направляю в мир, в стаю хищных волков, можно определенно так сказать. Вот. Поэтому Павел и говорит, когда кто принимает христианство, сразу готовься к страданиям. Вот. Это не значит, что ты ходить не можешь, жить не можешь. Вот же мы живем, и я не просто благодарен Господу, что я пришел к Христу, а просто я даже не представляю, как бы я сейчас жил без Господа. И даже если бы меня толкали бы в прежний образ жизни, или даже спросили бы: хочешь ли ты жить там, где я жил раньше, вот говорю, как перед Духом, никогда я бы не захотел жить так, как раньше жил. Вот. У меня нет смертельных грехов, нет насильственных грехов. Вот. Ну, даже той жизни, которой я жил, мне не хочется туда никаким образом, а жить только вот в этой жизни, которой я сейчас ныне живу. Поэтому уверен, что каждый христианин, который идет шаг за шагом, и через все эти страдания, искушения, преграды идет по пути, это даже интересно. Вот. Даже у меня будет, простите, у меня даже такое есть вот чувство, если вдруг что-то, тишина вокруг, ничего, все ровно, все, никаких искушений, я даже этого состояния как бы переживаю и боюсь. Вот. Потому что мы, христиане, привыкли всегда, чтобы у нас были помыслы, борьба, всегда вот это у нас без этого мы не можем как бы даже двигаться, что ли. Но бывает, когда вроде как приплываешь на берег, выходишь отдохнуть и опять в течение. Поэтому человек, который уже как бы решился, что ли, и хочет идти по пути Христовой, он уже, конечно же, определенно что-то знает. Я не сомневаюсь. Например, когда я шел к Господу, я 15 лет шел к Нему, вот, и пока я шел к Нему, я 6 раз прочитал Библию от корки до корки, то есть от начала Бытия до Евангелия, посередине Псалтирь, даже словари, все это перечитал 6 раз. Пока шел, сколько я прочитал духовных книг, жития святых, Евангелия, я просто не знаю сколько, потому что я не считал, да, и не знаю сколько. Вот. Ну, могу сказать уверенно, не один раз и, может быть, не 10 раз, да, даже, может, более. Поэтому цифры, которые я сказал, вот столько, это являлось бы, ну, ложью. А мы говорим здесь, между я вам и мы, когда все это слушаем, здесь мне Бог дает говорить, ну, только истину, да, и только правду, которая должна всегда превалировать у верующего человека, потому что всякая ложь – служение сатане. Мы по-другому подходим к обману, к лжи, неправдоглаголению, лжепророкам или лженеправде. Мы всегда это подходим по-другому, не как мирские люди.
любая наша ложь или что-то, обман, это я, как бы, получается, я служу уже не Богу, а сатане, который отец лжи, отец всех обманов, хитростей, иллюзий, вот, враг человеческий. Ему получается, а не Богу. Поэтому здесь между нами всегда будет чистота, правда, и другой вообще и быть не могло. Так вот, люди, которые уже знают что-то про Христа, не могут креститься. Этим людям я, как бы, по воле Господа дал бы такое наставление, что ли, чтобы они, ну, никак не заботились о том, что подумают о них вокруг. Никак. Если вы будете об этом думать, то этот шаг вас не приведет к Христу, и вы не сможете быть христианами. А приняв христианство, вы не отрекаетесь от татарина, от своей национальности, идентичности, никак. Вы как были татарами, так и будете татарами. Единственное, какая разница, да, понимаете, нас, татар, не столько православных, сколько взять русских. Бог нам говорит, вы ни над чем не трудились, вы вошли в готовый труд. Вот я крестился, и я вошел в готовый труд. Церквя уже готовые, причащение уже готовое. Для меня все готово. А люди, которые проложили этот путь, они прошли через кровь, через испытания, пытки, через насилие, когда были коммунисты в мое время. Мое время было для верующих очень страшное. И я никаким верующим не был. Никаким, ни мусульманским верующим, ни православным, никаким. Уже просто когда время перестройка началась у нас, в нашем 85-м, тогда у меня появились мысли, уже как-то, я не знаю, как, откуда они появлялись, вот. Но, может, по воле Господа, тогда я не понимал. Но я начинал искать книги, может, была свобода, что ли, уже было невольно, я, может, о свободе и не знал. Но когда уже эта перестройка началась, я стал искать книги, одни, другие, и в итоге я нашел, какие книги мне надо, и я стал их читать, вот, и дальше увлекаясь, я пришел, вот, через 15 лет я пришел к Христу. Видите, мне Бог дал молитву Иисусову только через 18 лет. Я вот только в том году получил благословение на Иисусову молитву. То есть я молился Иисусу молитву, но это отдельная молитва, на него меня благословил монах. Вот. Отец иеремонах Спиридон. И вот я целый год занимаюсь этой молитвой и хочу с этой молитвой прямо перед смертью умереть и уйти в другую иную жизнь. Это молитва, как бы, я спортсмен, и я бы так рассудил бы, что эта молитва каждого предназначает отдельно, и он в ней как бы вырабатывает свой стиль внутренний, только внутренний. Вот. Поэтому здесь люди, выбирая, ну, как бы, по воле Господа, потому что Иоанн Богослов говорит, человек не может сам выбрать и не может сам прийти к Господу, если не будет на то избран Богом. Прям у Иоанна Богослова это ясно говорится. И когда вы придете к Господу Иисусу Христу, вы также останетесь татарами, и поэтому вам придется, вот, посещать литургию, духовную службу, посещать церковь, причащаться именно в русской церкви. Потому что татарской церкви у нас совсем мало. И даже всех соберись сейчас татар православных, они не поместятся в одной этой церкви, церковь здесь в Москве, церковь Фомы. Вот. Если мы общиной соберемся, да, и мы будем работать и служить Богу, и восстанавливать наши татарские церкви, храмы, вот, молитвословы, Евангелие, вот это все на татарском языке. Вот. Тогда человеку татарину, принявшему христиан, будет легче понять жизнь во Христе.
так как на родном языке все. Но я так думаю, что очень много татар, которые в совершенстве владеют русским языком. И эти молодые люди, без сомнения, запросто могут выучить и литургии, и молитословы, и псалтирь, то есть пользоваться литературой духовной без никаких запинаний в начале своего пути. Это будет делаться все с вопросами, естественно. Но буквально год-полтора, и я не сомневаюсь, что человек, который идет по пути Христовой, он это все преодолеет и всему научится. Поэтому, когда вы принимаете христианство, вам придется посещать, как я вам сказал, русские храмы. Потому что русские храмы, вы знаете, я в русских храмах нахожусь с самого первого начала. Я даже и не понимал, что это русский храм или какой храм, потому что у меня в голове это не было. У меня было, вот я принял христианство, Бог меня привел к себе, вот, предизбрал, предопределил на свое служение и стал меня как бы выращивать, да, воскресшего вот, из мертвых. Я потихоньку поднимался, вот, и дошел вот сейчас до этого уровня, какой сейчас я имею. У меня молитвы, служение, ни разу я стараюсь не пропускать. Никак стараюсь не пропускать при всяком своем свободном времени. Поэтому для тех, кто примет это христианство, примет службу и эту веру в сердце, служение Господу, тот спасется и сам, и многих своих спасет, хотя бы